Несмотря на совместные усилия абхазских и российских спасателей, в горных лесах Абхазии продолжают полыхать пожары. А аномально сухая и теплая для осени погода, установившаяся в последние дни, лишь усугубляет ситуацию, способствуя расширению площади лесных пожаров. Первые очаги возгораний были обнаружены 10 ноября на Сухумском перевале. Своими силами локализовать пожар МЧС Абхазии не удалось, так как очаги возгорания расположены в труднодоступных местах, где необходима специальная авиация. По запросу МЧС Абхазии из России прибыл вертолет Ми-8, а также самолет Б-200 «Амфибия» вместимостью 12 тонн воды. Заправка воздушного судна производится на море, затем самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду. Сейчас в основном это Гагаринский район, Сухумский, Гудаутский район, это район Псху, на перевале. Сегодня мы работали с утра, холодная речка, там работает вертолет. Мы попытались с моря набрать воду, с трудом, потому что волнение. Вертолет без проблем набирает воду с моря, и на самолете есть сложности. В аэропорту мы дозаправились, сейчас самолет работает в районе Двуречья. И вот Сухумский район, хотим отсюда начать, и сколько будем успевать, столько будут они. Будут работать столько, сколько нужно, и для нас нет никаких ограничений. Спасатели делают все возможное, чтобы как можно быстрее потушить очаги возгораний. Но из-за плохой видимости говорить о каких-либо конкретных сроках полной ликвидации пожара пока не приходится. Радует, что из-за отсутствия сильного ветра горят не деревья, а сухие листья и подлесок. В последние дни близлежащие к району пожара города и села окутал дым, что стало причиной тревоги местных жителей. Как заверяют специалисты, никаких угроз дым не представляет. Клубы дыма от лесных пожаров накрыли ряд городов Абхазии, как отчетливо видно за моей спиной, и столицу республики Сухум. В воздухе витает специфический запах, однако специалисты утверждают, что нет причин для тревоги. Смог будет держаться на достаточно высоком уровне и видимости на дорогах не помешает. По основной версии, причиной возгораний стал человеческий фактор. Во избежание возникновения пожара в МЧС Абхазии настоятельно рекомендует соблюдать правила поведения в лесу, согласно которым категорически запрещается бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, разводить костер в густых зарослях под низко свисающими кронами деревьев, оставлять в лесу самовозгораемый материал, тряпку и ветошь, пропитанные маслом или бензином. Нельзя оставлять стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность, выжигать сухую траву, разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. Конечно, просьба ко всем жителям Абхазии, туристам, чтобы они не оставляли непотушенные костры, и были очень внимательны и серьезно отнеслись бы к природе, потому что кто-то неосторожно, кому-то просто так от безразличия. Вот к чему. Это большие затраты, мы еще не подсчитываем, насколько это затратно, потому что, да, судно дали наши коллеги, но мы их заправляем, а расход топлива огромный. В день мы тратим около 10 тонн. И поэтому это все очень накладно. Лесные пожары не только уничтожают деревья и кустарники, но и снижают защитные свойства леса. Уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных случаях и населенные пункты. Кроме того, лесной пожар представляет серьезную опасность для людей и сельскохозяйственных животных. Согласно мировой пожарной статистике, ежегодно в мире возникает 7-8 миллионов пожаров, при которых погибает примерно 85-90 тысяч человек. Наш долг – сохранить и беречь природу, ведь последствия безответственного отношения к ней могут быть необратимыми. Наала Кофе, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.